Здравствуйте, уважаемые коллеги, кто присоединился к нам. Все ли видно, все ли слышно теперь? Пишите, что нет звука. Так, скоро мы с вами начнем. Если все вам слышно, видно, напишите, пожалуйста, в чате плюсик. Слышно. Да. Видно, да, все слышно, все хорошо. Сейчас еще немножко подождем, чтобы все присоединились, и начнем наш сегодняшний вебинар. Спасибо. Так, давайте еще подождем. Так, хорошо. Хорошо, что все слышно. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим вебинар по организации и проведению Республиканской олимпиады по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению. Значит, многие, наверное, вы уже знаете, что наша олимпиада входит в федеральный перечень олимпиад на 21-22 учебный год. Есть у нас приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 года, номер 616. Значит, наша олимпиада проходит на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 7 мая 2021 года, номер 270-П. Этот приказ был издан уже в прошлом году для того, чтобы мы вошли в федеральный перечень, и мы ссылаемся именно на этот приказ. То есть других приказов нету. Наша олимпиада по этому приказу проходит в период 17 января по 31 марта 2022 года. Значит, учредителем олимпиады является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организаторами олимпиады являются государственные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования Коми, Республиканский институт развития образования и наша лаборатория развития этнокультурного образования. Олимпиада проводится в целях выявления и развития обучающихся языковых способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, к литературе, истории и культуре Республики Коми. Задачами Олимпиады является повышение познавательного интереса обучающихся коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению Республики Коми. Выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора обучающихся, их умение творчески нестандартно мыслить. Воспитание чувства гражданственности и патриотизма у обучающихся. Значит, наша олимпиада проводится в два этапа. Это первый этап муниципальный, проходит с 24 января по 24 февраля. И второй республиканский этап пройдет 3 и 4 марта. Олимпиада проводится по следующим предметам: родной коми-язык, государственный коми-язык, родная коми-литература, коми-фольклор, литература Республики Коми, историческое краеведение. Кто участвует у нас в олимпиаде? Значит, участники олимпиады – это обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов, как государственных, так и муниципальных общеобразовательных организаций. А также мы приглашаем обучающихся первых и вторых курсов организаций среднего профессионального образования. Значит,
в Олимпиаде по государственному языку участвует 8-9 класс, по всем другим направлениям участвуют обучающиеся 8-11 классов. Количество участников первого этапа муниципального не ограничено и определяется с государственными и муниципальными общеобразовательными организациями, а также организациями среднего профессионального образования самостоятельно. Количество участников второго этапа определяется по каждому предмету отдельно максимальным количеством баллов, набранным по результатам первого этапа. От каждого муниципалитета муниципального образования и государственного учреждения. Порядок организации, сроки проведения первого этапа Олимпиады посмотрим. Организаторами первого этапа Олимпиады являются муниципальные органы управления образования Республики Коми, государственные образовательные организации и образовательные организации среднего профессионального образования Республики Коми. Организаторы первого этапа Олимпиады назначают ответственных за организацию и проведение первого этапа Олимпиады, формируют экспертную комиссию по разработке и экспертизе олимпиадных работ первого этапа, определяют место проведения Олимпиады, утверждает списки участников первого и второго этапов Олимпиады, проводит Олимпиаду в очном формате с 24 января по 24 февраля 2022 года. Первый этап Олимпиады. По Олимпиаде, по предметам родной ком-язык, литература, ком-литература, государственный ком-язык проводится очно в период 24 января по 18 февраля. То есть вы на местах проводите в очном формате в любой из этих дней, выбирает сам муниципалитет, и вы пишете, дети, пишут Олимпиаду. А Олимпиада по предметам коми, фольклор, историческое краеведение и литература Республики Коми проводится в форме написания исследовательских проектов в период 24 января по 24 февраля 2022 года. Темы для написания исследовательских проектов я уже вам отправляла. В муниципалитете это 21 января. У кого их нет, запрашивайте у ответственных. И, дети уже, я думаю, начали работу, да? До 24 февраля они пишут. 25 февраля мы осуществляем проверку этих исследовательских проектов, а затем ответственные за Олимпиаду направляют рейтинговую таблицу и заявку об участниках второго республиканского этапа Олимпиады, а также нужно будет отправить исследовательские проекты, которые будут защищать дети, заранее отправляем для ознакомления жюри. И все это нужно отправить до 28 февраля. Я вас жду. Информацию об участниках республиканского этапа в течение дня 28 февраля. Я понимаю, что сроки маленькие, нужно быстро будет делать все это, но я думаю, надеюсь, вы справитесь. Ответственные за организацию проведения первого этапа Олимпиады несут ответственность за неразглашение содержания олимпиадных заданий, направляют темы исследовательских проектов участникам, я думаю, что уже сделали, а также направляют на электронный адрес оргкомитета Олимпиады, это olimp2022@klero.ru, рейтинговую таблицу и заявку об участниках второго республиканского этапа Олимпиады. Ну и, как я говорила, исследовательские проекты для жюри. Второй этап Олимпиады проводится у нас в городе Сыктывкаре 3 и 4 мая 2022 года. 3 марта мы проводим Олимпиаду по предметам родной коми-язык, направлениям коми-фольклор и историческое краеведение.
4 мая у нас Олимпиада по государственному ком-языку, родной коми-литературе и литературе Республики Коми. Значит, Олимпиада по предметам коми-язык, государственный коми-язык проводится письменно в течение 3 часов в форме заданий. Олимпиада по предмету родная коми-литература проводится письменно также в течение 3 часов в форме написания сочинения. Олимпиада по предметам коми-фольклор, литература Республики Коми, историческое краеведение проводится в форме защиты исследовательских проектов. Требования к оформлению исследовательских работ остались прежние, как и в прошлом году. Значит, Олимпиада должна содержать титульный лист и текст олимпиадной работы на коми либо на русском языке, смотря по какому направлению написано. Значит, в титульном листе мы обязательно указываем образовательное учреждение, организацию согласно уставу, название учебного предмета и либо направления, фамилия, имя обучающегося полностью, класс, фамилия, имя, отчество учителя тоже пишем полностью, не инициалы, значит, и должность руководителя. Контактную информацию, если нужно будет нам связаться по каким-либо вопросам. Работа должна быть структурирована, соответствовать теме исследовательского проекта. Победителями и призерами Олимпиады признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по каждому из предметов. Награждаются победители диплома Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. А также победители получат призы в денежной форме. Учителям, подготовившим победителей и призеров Олимпиады, вручаются благодарности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Итоги Олимпиады у нас размещаются на официальных сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики Республики, на сайте КРИРО, на портале «Открытое образование Республики Коми», а также мы размещаем на странице ВК лаборатории. По всем вопросам, организационным вопросам обращайтесь в лабораторию развития этнокультурного образования по телефону. Видите на экране 28 60 11, добавочный 313. Либо же пишите по электронному адресу olimp2022@kriro.ru. Я, Марина Васильевна, курирую вопросы Олимпиады, поэтому обращайтесь ко мне, я отвечу на все ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, давайте пишите в чате, по возможности мы ответим. На сегодняшний день у нас есть информация, что мы проводим пока очный этап в городе Сыктывкар. Другой информации пока нет. Я жду от вас вопросов. Если есть какие-то вопросы, напишите, я вам отвечу. Прямо в чате сейчас. Если нет вопросов, то мы завершаем наш вебинар. Всего вам доброго.